Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Послесловие с Азаматом Саитовым. Добрый день! В прямом эфире уфимской радиостанции «Эхо Москвы». Авторская программа «Послесловие». Студия Азамат Саитов. За звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Напоминаю для наших подписчиков и в социальных сетях, что радиоэфир также транслируется в прямом доступе в Фейсбуке, Ютьюбе. Итак, мы начинаем. Вот, признайтесь, есть у нас такая слабость. Любим мы символичность в цифрах. Тем не менее, немногие, наверное, обратили внимание на тот факт, что с начала этой недели начинается полугодовой отсчет до дня выборов в Башкортостане нового главы. Между тем, это данность. Потому, видимо, не случайно на минувшей неделе в башкирских социальных сетях появились сообщения, что КПРФ вроде как начинает определяться с возможным кандидатом на высший пост в нашей республике от одной из самых крупных федеральных политических партий. Были озвучены фамилии Александра Ющенко, действующего депутата Госдумы, зампредседателя парламентского комитета по информационной политике и одновременно пресс-секретаря Центрального комитета КПРФ, а также 3 башкирских курултаевцев: главного башкирского коммуниста юниора Кутлугужина, его однопартийцев Ильгама Галина и Вадима Старова. Сегодня у меня в гостях Александр Ющенко, который специально, подчеркиваю, утренним рейсом пролетел на прямой эфир программы «Послесловие», за что мы ему очень благодарны. И уже, как говорится, вечерней лошадью отбывает вновь первопрестольную. Добрый день и вам, Александр. Добрый день, Азамат. Здравствуйте, радиослушатели. Во-первых, я уже сказал спасибо за внимание к радиослушателям уфимской редакции «Эхо Москвы». Я надеюсь, они оценят должным образом вашу симпатию к ним. Вот тот факт, что КПРФ рассматривает вас в качестве одного из вероятных кандидатов на высший пост в Башкортостане, вы подтвердили также в беседе с нашими московскими коллегами и добавили при этом, что конечное решение партия примет ближе к концу марта. Юнир Кутлугужин же в беседе с уфимской уже редакцией «Эхо» назвал другой срок, начало июня, когда, мол, состоится конференция башкирского рескома КПРФ. Когда же мы на деле узнаем итоги решения КПРФ? Кого партия выдвинет кандидатом на высший пост в Башкортостане? В новой политической реальности республика живет уже сегодня, кстати, определенный день, ровно 5 месяцев. То есть 5 месяцев назначен временно исполняющий обязанности Хабиров, и ровно 6 месяцев с сегодняшнего дня остается до выборов. Поэтому, естественно, как только было известно о том, что выборы состоятся, то партия, тем более в этих политических новых условиях, мы сразу запустили опрос общественного мнения между собой, между партийным активом, как видит партийный актив участие партии в выборах главы республики. Потому что это не просто выборы главы республики, это политический акт, который будет достаточно принципиальный для любой политической партии. Потому что, и я могу сказать, этот опрос запущен. Недаром у нас происходят регулярные поездки в районы. Недавно мы с юниром Кутлугужиным и Ильгамом Галиным были в Белорецке. Недавно они... И таким образом, таких зональных семинаров мы проводили по всей... Вот сейчас мы завершаем городом Уфой. Поэтому везде мы, собственно, интересуемся точкой зрения нашего актива, которые аккумулируют эту точку зрения уже избирателей. Поэтому мы с кондачка не подходим к этому вопросу. Все-таки у нас партия, которая принимает коллективное решение и выверенное решение. Именно поэтому, поскольку мне задавали вопрос, а вообще круги людей, которые могли бы выступить достойно на выборах главы республики, я на свой взгляд очертил
определенный круг людей, в который входил и Вадим Старов, опытный наш заместитель председателя Курултая, опытный депутат, юрист, Ильгам Галин, который своими, в общем-то, активными действиями показал, что и в Нефтекамске, и в других районах может добиваться успехов. Ну и Юнир Кутлугужин, человек, который возглавляет партию, на мой взгляд, если первый секретарь, который возглавляет партию, политическую партию в республике, он обязан быть готовым и соответствовать тем реалиям, которые сегодня подразумевает избиратель, и те критерии, которые избиратель хочет видеть сегодня в кандидате от оппозиции. Ну, а что касается меня, я являюсь действующим депутатом Государственной Думы, я проводил не одну избирательную кампанию, у меня есть достаточно большой опыт, и как депутат Государственной Думы, представитель политической партии тоже обязан, в общем-то, быть готовым к тем или иным партийным решениям. Ну и тем более, что вы за время пребывания депутатом, вы досконально изучили республику, регион, вы знаете уже многие, наверное, болевые проблемы, знаете очень много людей, поэтому, как говорится, и флаг вам в руки. Ну, значит, нам ждать все-таки начала июня, я так понял. Я думаю, что мы сейчас завершаем наш, скажем так, районный турне нашего встречи с нашим активом. Мы проводим зональные семинары, и в ближайшее время у нас намечен пленум Центрального комитета Коммунистической партии, который пройдет в Москве 30 марта, на котором, собственно, будут и работать кадровые комиссии, в котором в том числе, ведь на самом деле в республике, сегодня выборы в республике, которые нас интересуют. Это конец марта или начало июня? Конец марта у нас в пленум будет, да, я имею в виду Центрального комитета в Москве, посвященный там своим вопросам, на которые, я просто говорю, у нас же помимо выборов в республике еще 16 выборов в субъектов федерации по стране, глав субъектов. Если я не ошибаюсь, 13 заксобраний и порядка 24 горсоветов. Это только на сегодняшний день. Я не исключаю, что в марте будет еще определенные кадровые решения, которые освободят те или иные губернаторы, которые сегодня работают. Я думаю, что еще будут. Я не исключаю, что выборы глав субъектов будет еще больше. Поэтому мы на пленуме будем проводить заседание кадровой комиссии, на которой будем рассматривать все варианты. И я думаю, что и в итоге будет собрана конференция Республиканского комитета, который примет окончательное решение с учетом пожеланий, с учетом рекомендаций кадровой комиссии, с учетом мнения актива, с учетом мнения избирателей. То есть это будет такой системный подход в этих нынешних условиях, потому что выборы в республике, они будут очень непростые. В чем непростота их, на ваш взгляд? Ну, не секрет. Сегодня временно исполняющий обязанности Хабиров — это достаточно сильная фигура, сама по себе, харизматичная фигура, имеющий большой опыт управления. Во-первых, человек, прошедший школу, скажем, управления в республике, когда он, будучи главой администрации. После этого на федеральном уровне он практически работал в управлении внутренней политики, а это, на секундочку, умение выстраивать диалог со всеми политическими партиями, с лидерами фракций, которые каждый, то есть, представляете, то есть это большая школа политическая. Плюс он получил хозяйственную школу управления в Красногорске, район, который, во многом соответствует некоторым субъектам, даже больше некоторых субъектов Российской Федерации. Я, кстати, живу тоже в Красногорском районе, и я знаю, как проходила его школа. Поэтому Хабиров — это сильный кандидат, это, на мой взгляд, одно из, скажем так, грамотных решений власти поставить во главе временно исполняющего обязанности в республике человека, выходца из республики, имеющего такую большую школу. Поэтому в этих условиях Хабиров заявил себя как представитель партии «Единая Россия». То есть он взвалил на себя определенный груз, в котором другие, кстати, временно исполняющие обязанности сбрасывают с себя этот груз и идут самовыдвиженцами. Хабиров,
спортсмен, как боец взял на себя этот груз, и я боюсь, что в этих условиях, естественно, политическая партия, тем более коммунистическая партия, которая выступает оппонентом нынешней власти, жестким оппонентом нынешней власти, у нас открывается широкое поле для критики, в том числе той политики, которая отождествляется с «Единой Россией». Потому что... Вы сказали «боюсь». Оговорились? Я не говорил, боюсь. Это я просто внимательно слушал вас. Нет, это, наверное, связка слов, просто я не помню, в каком контексте. Никто ничего не боится в этих условиях. Естественно, Компартия будет выставлять, и мы должны просто внутри себя решить стратегию и тактику, и стратегию проведения выборной кампании. Потому что отождествление временно исполняющего обязанности главы с партией, которая навязала нам на шею пенсионную реформу, которая навязала в том числе увеличение тарифов ЖКХ, увеличение НДС, как следствие удары по малому и среднему бизнесу. И все это, и сейчас, когда принимаются определенные... я вам могу привести пример. Мы буквально в четверг голосовали, наше было предложение о том, чтобы увеличить минимальный размер оплаты труда, то «Единая Россия» это заблокировала. То есть... Александр, я знаю, что при слове «Единая Россия» у КПРФ сразу, так сказать, начинается зубовный скрежет. Я знаю, что да, у вас есть свой счет. Мы обязаны быть... Хорошо, но глядите, вот есть у нас в Республике Башкортостане такой термин «лесник». Не знаю, слышали вы или нет, это со времен Муртазы Губайдуловича идет, когда на выборах в 1998 году ему составил конкуренцию министр лесного хозяйства, который был, явно подставной фигурой. Как вы думаете, вот на сентябрьских выборах не будет лесников хотя бы, в том числе от КПРФ? Это политтехнологическая манипуляция любых выборов, всегда, в любом случае. От КПРФ мы правильно не ждать лесника? Значит, однозначно, наша позиция открыта и понятна. Мы обязаны выставить кандидата, который достойно представит нашу программу, который будет отстаивать интересы избирателей, и никаких договоров. В этих условиях, которые сегодня в стране, сегодня огромный запрос на протест. Александр, у меня вопрос будет по программе. Я бы хотел, чтобы мы не опережали тоже мой вопрос. У нас будет кандидат, который... Да, и у меня много вопросов скопилось. Да. Я хотел бы успеть вам по максимуму их задать. Да. Никаких сегодня договоренностей быть не может. Понятно. В этих нынешних мы условиях. Услышали. Поэтому... Александр, мы услышали. Спасибо. Вот, видите, для КПРФ участие в выборах региональных руководителей, одно из приоритетных направлений, скажем так, в тактике и стратегии. Вот вопрос к одному из главных идеологов партии, я же могу вас так называть, к одному из главных идеологов партии. Будут ли учтены опыт последних лет, удачи и просчеты КПРФ, если таковые есть, по вашему мнению, на сентябрьских выборах в Башкортостане? Значит, я вернусь на год назад, когда мы проводили выборы 2018 года, региональные выборы, которые, собственно, их привели во многом к политической... Власть сделала определенные выводы из этих выборов, которые происходили в 2018 году. И я думаю, я связываю это в том числе и кадровое решение в республике, это именно с результатами выборов 2018 года. И власть сделала определенные выводы из тех просчетов, которые... Партия власти, я имею в виду. И именно поэтому мы сегодня ощущаем жесточайшее давление на наших кандидатов, в том числе, я могу сказать, жесткая идет компрометация через средства массовой информации представителя нашего губернаторского корпуса в Хакасии Валентина Коновалова, молодого парня, на которого вообще нет никакого компромата, ничего, потому что он абсолютно... То есть чистый лист с точки зрения... Но это понятно, да. Придумывают все, что угодно. На Левченко набрасываются бесцеремонно и абсолютно цинично. С учетом того, что у него лучшие показатели сегодня среди всех регионов, он показывает рост... Александр, вот этот опыт, чему научил КПРФ? От чего вы теперь будете, возможно, отказываться в предвыборной тактике? Этот опыт нас научил, что необходимо бескомпромиссно идти отстаивать свои задачи, свои выборные задачи и решать их. Обязаны мы решать это в том числе и с привлечением... Вот сейчас смотрите, против нас принимаются
кто озвучивает уже партия власти, озвучивает принятие решения, чтобы наблюдатели были только прописанные на территории, которые мы выигрывали, мы добивались результатов, потому что с соседних регионов мы привозили наблюдателей, которые держались за результат, и на них невозможно было надавить. Сегодня партия власти этого боится. Естественно, пытаются озвучивать уже те решения, чтобы запретить это. В том числе, вот я могу сказать, у нас бескомпромиссная наша представитель в Азбесте Наталья Крылова, которая возглавляет фракцию в Горсовете, которая известна своей принципиальной позиции, сейчас пытаются снять это ее депутата Свердловской области, пытаются снять с нее депутатские полномочия только потому, что зацепились за то, что она там, поссорившись с мужем, неважно, переехала к маме, и жила несколько дней у мамы. И не указала это место как декларация. Ну что это такое? То есть все эти нюансы вы будете теперь уже учитывать? Естественно, мы в этих новых политических условиях будем рассматривать, что будет жесточайшее давление. И в этом жесточайшем давлении надо принимать, о чем мы сейчас будем еще говорить. Злее, да? Ну, у нас есть определенные наработки, мы их будем реализовывать. Я сейчас просто не хочу их озвучивать. Понятно. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире авторская программа «Послесловие» Азамат Саитов. У меня в гостях депутат Государственной Думы Александр Ющенко, зампредседателя парламентского комитета по информационной политике и одновременно пресс-секретарь Центрального комитета КПРФ. Александр, вот говоря о влиянии о зоне влияния КПРФ, чаще применяет такой термин «красная зона», «красный пояс». Извините. Вот какова она сегодняшняя география красного пояса России? Есть ли у нее определенная логика, свои тенденции, внутренние законы и противоречия? Но настроение сегодня в стране такое, что вся страна еще немного и превратится все в красную зону. Другое дело, что красный пояс. В красный пояс. Я говорился, и вы говорились. Да. Другое дело, что политтехнология и те манипуляции, которые сегодня производятся с выбором, в том числе и через административный ресурс, иногда не позволяет, собственно, отразить ту реальность, которая сегодня присутствует, настроение, которое присутствует у людей, и отразить их через избирательный бюллетень. Посмотрите, несмотря на это, вопреки всему, несмотря ни на что, в Иркутской области мы побеждаем, мы показываем хороший результат в Хакасии. В другой стороне, протестное голосование от Приморья через Хабаровск и Владимир, мы это уже прекрасно видим. Поэтому на сегодняшний день восстанавливается такой красный пояс своеобразный, когда был всегда в свое время еще... только немного поменялся. В свое время, когда в 96-м году сельские в основном районы, юг России голосовал в свое время тогда за КПРФ, а крупные сырьевые города голосовали тогда за Ельцина. Сейчас немного по-другому. Сейчас крупные города, наукограды, в тех регионах, где думающий избиратель, умеющий читать, умеющий понимать, что происходит, сегодня в основном оказывает поддержку Компартии. То есть вы хотите сказать, что красный пояс, он все-таки из года в год расширяется? Там, где силен, там, настроение где... красное. Настроение, посмотрите, выйдите на улицу, вы прекрасно все поймете и так, потому что сегодня протестное настроение, неприятие власти, сегодня уже не мы, а социологические службы провластные показывают, что рейтинг и президента, и правительства уже падает ниже плинтуса. Поэтому сегодня настроение достаточно, их необходимо учитывать и необходимо... брать на вооружение. Конечно. А как же? Понятно. Вот глядите, вот регион региону рознь. Вот на каком месте в числе приоритетов КПРФ наша республика? В чем, по мнению партии, отличие и схожесть Башкортостана с другими субъектами России? Экономический потенциал, национальный состав, ментальность населения, его отношение к ключевым пунктам программы Компартии? Вот чем мы, как бы скажем, выделяемся среди других субъектов России? Ну, знаете, здесь у меня с точки зрения КПРФ сложно немножко быть объективным, потому что я все-таки прирос к республике, уже, знаете, рассматриваю свой как дом. Но, тем не менее, если быть объективным, посмотрите, во-первых, республика — это одна из самых электорально емких субъектов Российской Федерации. Плюс национальный колорит.
Плюс именно это показывает то, что не зря Компартия Российской Федерации во главе с Геннадием Андреевичем Зюгановым проводили здесь масштабные мероприятия касательно дружбы народов по национальным вопросам. Форумы проводили. Сюда Геннадий Андреевич Зюганов приезжал неоднократно, я думаю, что в ближайшее я сам брал время у него приедет, интервью большое в студии. Поэтому, конечно, для партии Башкортостан является не просто приоритетным, это знаковый субъект, которым, в принципе, если вы помните, на последних выборах мы получили 19-20%, а я уверен, у нас потенциал намного больше. Просто мы не всегда нам удается удержать этот результат. Но 19-20% это который официально подтвердили. Да, официально подтвердили. Это более того, я могу сказать, говорили, что цифры выше. В абсолютных цифрах мы получили поддержку больше, чем в 8-миллионной Москве. Это так в абсолютных цифрах, я просто вам говорю примерные данные. С другой стороны, в этом году этот год принципиальный для республики. В этом году мы отвечаем, что 100-летие образования автономии, которую подписывал Владимир Ильич Ленин, и которые с тех пор, вот в этом году, кстати, недавно открылись концертом в Доме музыки в Москве, великолепным концертом, знаете, который открылся такими кадрами колорита Национальной Александр, Республики. У нас, к сожалению, приближается время ухода на федеральные новости. Давайте мы сделаем небольшой перерыв на 2-3 минутки, а потом вернемся. Конечно. Это программа «Послесловие». Не уходите далеко. После перерыва на новости мы обратно вернемся в студию. Не прощаемся. Да. В Москве 13 часов 30 минут. Добрый день. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». В Кремле и в российской власти в целом нет сторонников введения ограничений в интернете. Новые законопроекты должны обеспечить жизнеспособность интернета в условиях киберугроз, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что законопроект об устойчивом Рунете, в частности, направлен на защиту от подобных действий из-за рубежа. Совет по правам человека при президенте предложил Совет Федерации отклонить и отправить на доработку законопроекты о наказаниях за фейковые новости и неуважение к власти. На сайте СПЧ опубликованы экспертные заключения с критикой парламентских инициатив. Оба законопроекта приняты Госдумой 7 марта. За публикацию фейковых новостей и неуважительных постов предусмотрены административные штрафы и даже административный арест до 15 суток. Прокурор просит 4 года колонии и 100 тысяч рублей штрафа для главы чеченского мемориала Оюба Титиева. Судебный процесс проходит в Шаленском суде Чечни. Титиев обвиняется в хранении наркотиков в крупном размере. Сам правозащитник утверждает, что дело против него сфабриковано. Защита Титиева просит исключить из дела главное доказательство обвинения. Вещдок подменили, сказал Эхо председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. В деле ясно сказано, и допрос следователя в суде это подтвердил, что наркотики, якобы найденные в машине Оюба, находились в 2 пакетах. Они были упакованы следователем в специальный внешний пакет упаковку и опечатаны. А когда они поступили к эксперту на предмет выяснения, что же там находится, то там внутри этой упаковки находился только 1 пакет. Кроме того, когда упаковывали пакеты, там ничего постороннего не было. А когда вскрывали, там оказался кусок скотча, на котором остались волосы Оюба Титиева. То, что должно якобы свидетельствовать о том, что эти наркотики принадлежали ему. Как ожидается, сегодня в суде выступят адвокаты и сам Титиев. Шоумен Владимир Зеленский, лидер президентской гонки на Украине. Сейчас за него готовы проголосовать 17% опрошенных социологической группой «Рейтинг». Почти 12% хотят отдать свой голос Юлии Тимошенко и около 10% нынешнему президенту Петру Порошенко. 25% респондентов пока не определились с кандидатом, отмечает Интерфакс. Российский мультфильм «Гурвенок. Волшебная игра» собрал на длинных выходных в марте 14 миллионов рублей вместо ожидавшихся 25 миллионов. Как отмечает газета «Ведомости», несколько российских частных кинотеатров отказались показывать фильм. О бойкоте, в частности, объявили 3 киносети – «Синема Стар», «Кара» и «Киномакс». Их возмутило, что Минкульт не разрешил к прокату в то же время бельгийский мультфильм «Королевский корги». В последнее время Министерство культуры регулярно меняет дату проката иностранного кино ради отечественного. Ультиматум Минкульту кинотеатры выдвинули впервые.
впервые, отмечает издание. В Москве в ближайшие сутки облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, ночью -1-3 градуса, завтра днем от -1 до +1. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы». Набор водителей такси. У нас всегда для вас много работы. Служба заказа «Такси Мотор» 2 900 900. 20 марта. Music Hall 27. Звезда мировых джазовых фестивалей. Музыкальное достояние Грузии. Искренняя и непревзойденная Нино Катамадзе. Юбилейная программа «20 лет музыки». Билеты на musichall27.ru и кассир.ру. Возрастное ограничение 12+. В Уфе есть люди, у которых есть особое мнение о том, что происходит. Более того, в Уфе есть люди, что не боятся высказать его вслух. По будням эти люди приходят на «Эхо Москвы» в Уфе и отвечают на ваши вопросы. Слушайте программу «Персонально ваш» со вторника по четверг после 15 часов. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Муж. Ир. Богатый муж. Бай ир. Богатый муж. Бай ир. Уфимским феминисткам на пикете пожелали богатых и добрых мужей. Пикетта турган феминизм яклы кызларга бай һәм киң күңелле ирдәр теләгәндер. Уфимским феминисткам на пикете пожелали богатых и добрых мужей. Пикетта турган феминизм яклы кызларга бай һәм киң күңелле ирдәр теләгәндер. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Послесловие с Азаматом Саитовым. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Это авторская программа «Послесловие». Я Азамат Саитов. И у меня в гостях депутат Госдумы Александр Ющенко, зампредседателя парламентского комитета по информационной политике и одновременно пресс-секретарь Центрального комитета КПРФ. Александр, вот как я уже говорил, напоминал нашим радиослушателям, что с этой недели до дня выборов нового главы Башкортостана нас отделяет всего полгода, или ровно полгода. И вот наверняка в главном штабе КПРФ уже готова в черне предвыборная программа партии на выборах главы Башкортостана. Вот не могли бы вы хотя бы условно очертить ее основные моменты? Это даже не условно, а предельно конкретно. Предвыборная кампания партии была определена, в том числе и на выборах президента, которая она была обкатана, когда Грудинин был кандидатом от КПРФ на должность президента. Это партия 10 шагов достойной жизни, которые озвучены принципиальные позиции нашей партии по видению развития экономики страны. Но я понимаю, что это станет база, это базовая платформа. База, которая необходима будет, мы обязаны ее, в общем-то, развивать, и более того, запрос на эту программу очень велик. Мы не понимаем, почему, например, наше предложение по прогрессивной шкале налогообложения просто блокируется большинством «Единой России» неоднократно. Почему законопроект о детях войны, который подразумевает порядка 140 миллиардов рублей для поддержки, хотя президент об этом говорит о социальных каких-то программах, блокируется 8 раз, блокируется «Единая Россия». Я, тем не менее, хотел бы услышать о некоторых региональных аспектах. Региональный аспект, это все-таки будет он прорабатываться изначально, исходя из того, кто у нас будет представлять кандидатам именно вот в республике. Тогда на эту базу... То есть программа зависит от конкретного кандидата? На эту базу все-таки мы должны исходить из того, во-первых, какие цели,
задачи поставлены для республики, да, там, насколько они реализованы, не реализованы, что сделано ошибочно, что не сделано ошибочно предыдущими правителями, руководителями. Поэтому я бы сейчас конкретику бы не уходил именно республиканской программы. Главное для нас базовые формулы, к которой мы должны идти и которые должны отстаивать, в первую очередь. Именно из-за этого. Развитие там, знаете, как убирать снег, как изменить транспортную инфраструктуру, как разрабатывать, не разрабатывать какие-то горы. Не это совсем другой. соглашусь с вами, момент, Александр, потому что все-таки... все-таки у каждого региона есть свои нюансы, которые, может быть, в предвыборной борьбе могут стать доминирующими. В первую очередь доминирующий доход населения. То есть необходимо сделать так, чтобы у людей было доходы больше, чем расходы. Сегодня расходы и поборы идут в том числе со всех людей абсолютно безграничные и циничные. Ну, не, с такой программой можно выступить и на Алтае, и в Свердловской области, и в Башкортостане. А тем не менее, все-таки, когда ваш кандидат, вы это или кто-то из ваших коллег-однопартийцев, на что вы будете делать акцент? Это первое, доходность, экология. Это развитие промышленных предприятий, развитие сельского хозяйства. В том числе это Республика Башкортостан, она всегда была вот впереди в стране по этим всем направлениям. Вот вы сказали Поэтому экология. сегодня посмотрите, сельское хозяйство, в полуразрухе, необходимо делать. Это все равно мы завязаны. Вот вы сказали экология. Социальная политика. Вы сказали экология, вы наверняка знаете, какие у нас страсти, мордасти по поводу Сибая. Да. Это вопрос экологии и вопрос одновременно еще и экономики. Вот скажите, пожалуйста, вот у будущих оппонентов Рио главы Ради Хабирова уже наверняка скопился определенный задел для конструктивной критики его первых шагов на этом посту. Или все, что он успел сделать в республике, на ваш взгляд, было необходимым и правильным? Ну, я бы разделил немного, знаете, первые впечатления от руководства Хабирова немного на две части. Первое — это презентация в общем-то, нового стиля управления, что, на мой взгляд, удалось и получилось, и удалось донести. А это благодаря все-таки в основном пиар-службам и тем действиям, тому характеру, который, собственно, соответствует Хабиров. И, с другой стороны, это доведение до конца того, что начато. Вот оценивать доведение до конца, мне кажется, все-таки еще рано. Вот и ближе к лету, ближе к выборной кампании уже будут очерчены определенные позиции, потому что сделано и не сделано. По транспортным проблемам, по экологическим проблемам в Сибае. В Сибае же, что такое почему Сибай произошел? Потому что проблему притушевывали пудрой. И пытались замалчивать и не говорить об этом вслух, и не трубить. Тогда, когда необходимо было трубить в набат, пытались там как-то там под шумок все это дело, авось рассосется. Ничего не рассосется. Поэтому здесь мы будем, собственно, исходить из конструктивная критика, потому что с Хабировым не пройдет ни популизм, не пройдет ни спекуляции, да и я сам лично не считаю нужным спекулировать на тех или иных проблемах. Необходимо давать четкие решения, как мы будем решать ту или иную проблему. Проблему экологии, проблему сельского хозяйства, проблему развития промышленности, проблему народных предприятий. Ну, давайте все-таки я сконкретизирую. Например, вот первые шаги в Рио главы были по нелегальным автоперевозчикам в Уфе. Да, это громко было. Да. Из последних это вот ремонт подъездов, потом какие еще вот эти вот дела на слуху, добыча камня в Башкирском Заурале. Вот что кадровые решения, кадровые, скажем так, ротации на министерских должностях. Вот ваше мнение. Все ли они были правильно сделаны? Или в чем-то была поспешность? Нет, обозначены проблемы правильно. Более того, они так были представлены и обозначены проблемы правильно. Другое дело доведение до конца этих проблем. Ну, возьмите, например, транспортные проблемы. Проблема. Она не только проблема Башкирии. Нелегальные перевозки, во-первых, это бич всей страны, когда нелегалы практически так или иначе коррупционными схемами договариваются с властимущими, и они дают им там зеленый цвет. А это, как следствие, это, во-первых, коллапсы на дорогах, это безопасность жителей. С этой проблемой реально надо бороться. Хабиров бросил этому вызов, но столкнувшись
не предложив ничего нового, не предложив, собственно, решения этой проблемы, ну, это была его ошибка? Это забуксовало. Я думаю, что это рано еще об этом говорить, как уже свершившемся факте, что это все провалилось или не провалилось. Все-таки для того, чтобы решить, в Москве решали эту проблему, ну, не в один день. Ну, в Москве другие возможности, другие деньги и так далее. Ну, возьмем, например, опыт Татарстана, опыт Казани. Я думаю, что когда необходимо все это будет, а я думаю, что специалисты этот опыт уже рассматривают, и введение, скажем так, крупногабаритного транспорта, автобусов, ведь 2-3 маршрутки создают больше, скажем, проблем на дорогах, чем один автобус, крупногабаритный автобус по выделенной линии. Александр, может быть, следовало транспортный вопрос решать постепенно, как говорят англичане, step by step, а не так вот шашкой наголо. Хотя, конечно, я понимаю, что мы можем вывести на определенную критику, которая на сегодняшний день не решена. Но я еще раз говорю, не получится. И для меня глубоко неприятно, скажем так, спекулировать на тех или иных проблемах. Потому что, если посмотрим, вот что будет через год, останется на этом уровне, а это будет примерно разгар выборной кампании. В каком контексте это все решится? Потому что мы сейчас прошли только зиму. Зиму надо отдать должное, что-то там, на мой взгляд, проблем по уборке территории, по уборке от снега. Может быть, снега было мало, может еще что-то, но видно, какие-то изменения есть. Снега было меньше, чем досталось тому же Елалову в прошлую зиму. Поэтому вот это, как раз вы помните, вот эта история с Елаловым, когда спекуляция на снеге, это как раз было на уборке снега, это как раз было, в общем-то, противостояние двух ветвей власти. Да, города и республики. Вот этого недопустимо, и сегодня, в принципе, сегодня видно взаимопонимание, и еще раз говорю, на мой взгляд... Нет. Александр, вам все-таки, может быть, Первопрестольное хуже видно, но, тем не менее, очень много... У меня, вы мне сказали, вечерняя лошадь, у меня вечерняя лошадь курсирует туда-сюда по 3 раза в день. Александр, но, тем не менее, очень много было претензий со стороны уфимцев на том, что снег плохо убирается внутриквартальных территориях. То есть одно дело навести глянец и чистоту на центральных улицах, и другое дело зайти во дворы. Должна быть новая система, должна быть совершенно иная система. Она должна быть поддержана в том числе и финансовыми механизмами, она должна быть управленческими кадрами. Но поэтому еще раз говорю, что все заявленные проблемы — это вопрос мэра, который сегодня мы должны там... Это его программа, мэрская программа. Поэтому здесь мы будем тоже, я еще раз говорю, я бы не хотел вот вникать вот именно, знаете, вот в эти нюансы, которые там убрал снег, не убрал снег. В целом, еще раз говорю, есть линия поведения. Бог с ним со снегом, тем более, что он уже стаял уже практически. Нет, есть вектор направления, а дальше будут другие проблемы. Дальше уборка там город должен быть чистый. Машины, когда ездят, вы же неприятно, когда машины грязные. Александр, да? Тогда подытожим. Машины чистые, значит, улицы должны быть поливаться, убираться. Да. То есть те шаги, которые предпринял в Рио главы, они были в принципе правильные? Нет, их рано оценивать. Вот так я бы сказал. Я бы сказал, их рано оценивать. Это, еще раз говорю, чтобы не спекулировать, их рано оценивать. В транспортном вопросе есть, конечно, свои нюансы. Дело в том, что, с одной стороны, да, надо что-то было делать с этим беспределом со стороны автоперевозчика, но с другой стороны, аукнулось на пассажирах. Люди подолгу стояли на сногах, а время было зимнее. Необходимо подготовить программу, которая должна быть отработана до мелочей. И когда ты убираешь одних перевозчиков и вставляешь других перевозчиков уже с отработанной программой, как, например... Тогда, может быть, не надо было этот Техас решать шашкой наголо. Слушайте, есть во многом, наверное, может быть, где-то политтехнологические моменты, которые преобладали при тех или иных решениях. Может быть, сработал такой вот эмоциональный порыв. Может быть, я не берусь судить. Но, с другой стороны, была очень эмоциональная, сказать, реакция населения. Люди зааплодировали, но позже, спустя месяц, согласитесь, что порядок надо наводить? Надо наводить. Согласен. Сделать надо. И всегда, когда кто-то что-то делает или не делает, и когда делает, всегда критики больше, тогда те, кто ничего не делает, а оставляет так все на самотеке. Еще раз говорю, придем, будет Хабиров, будет Иванов, будет Петров.
эту проблему необходимо решать. Как мы ее будем решать? Завтра мы с вами будем решать, мы точно так же встретимся, наткнемся на огромное количество критики, которая будет проплачена в том числе теми же нелегальными перевозчиками. Предположим, в ноябре бы республику в качестве в Рио возглавил бы Ющенко. Вы бы стали решать транспортный вопрос именно так? Перу, конечно, обязательно. Это не получится. Нет, что значит так? Смотрите, если вы же понимаете, что нелегальные перевозчики — это огромное количество денег, которое идет черного нала, который расходится туда-сюда, в том числе и посредством массовой информации, создающие фон негативный или позитивный. Это с таким воевать с таким спрутом, это непростая история, с шашкой наголо и пошел там разобрался. Это такая война не на жизнь, а на смерть, можно сказать. Когда против тебя стоят коррупционные деньги, это непростая история. То есть, поэтому я говорю, что и будь то Ющенко, будь то Саитов, будь то кто угодно, это столкнется с противостоянием, которое будет в том числе и сопровождаться негативным информационным фоном. Если я вас правильно в конце концов понял, вы в принципе одобряете, понимаете те шаги, которые предпринял в Рио главы, вступив в должность. Первое, это его решение. Почему я думаю, что с этой проблемой все бы сталкивались, кто бы ни пришел. Другое дело, что еще расширять надо необходимо. Мы предложим свои шаги решения. А вот как вам вот видится, например, еще одна такая акция по ремонту подъездов? Большие деньги выделяются, определены подъезды, в которых нужно делать ремонт в первую очередь. Но тут выясняется, что часть подъездов, оказывается, в принципе, не нуждается в этом ремонте. И в народе начинает кое-кто бурчать, что это сделано намеренно теми, кто подсчитывал подъезды, для того, чтобы сэкономить на большом жирном косте, потому что только на этот год, насколько я знаю, свыше миллиарда рублей уже было выделено. В Москве была такая программа «Мой дворик», который тоже там, знаете, если покопаться, хорошие дворы там как бы переделали, сделали. Это бюджеты, это... Александр, Уфа и Москва — это разные истории, потому что то, что у вас в Москве делают, извините, конечно, может, вам обидно за Первопрестольную. И у вас в Москве. Москва — это столица, в которой стекается огромное количество наших бюджетных мостовые денег. Перекладывают, липы сажают. Огромное количество денег туда сходится, как с этим, и тем самым из регионов они уходят. У вас в Москве, или будем говорить, у нас в Москве, дурные миллиарды, а здесь каждый миллиард должен быть на счету. Я прав? Конечно. Поэтому я еще раз говорю, что недопустимы никакие вещи с перегибами, которые подразумевают некий коррупционный характер. Давайте мы еще к одной теме перейдем. Я уже говорил, что и вы сами подтвердили, что вечером вы отбываете Москву на вечерней лошади. Но наверняка вы сегодня встретитесь или уже успели встретиться до эфира с башкирскими однопартийцами, которые на минувшей неделе анонсировали очередной митинг в Стерлитамаке против пенсионной реформы. Вот он состоялся, я просто не успел следить информацию. Я слышал, что он будет. Я просто сейчас буквально встречаюсь с Кутлугужиным после нашего эфира. Тогда вопрос. Что стоит за этим мероприятием? Это продолжение идеологической борьбы с вашим вечным политическими оппонентами партии власти? Или же это все-таки новая фаза в противостоянии с Единой Россией? Вы имеете в виду митинг или что? Да, противостояние? Слушайте, у нас вообще акции проходят, общероссийские акции протеста, которые намечены на 23 число. Это по всей стране будут акции протеста, связанные в том числе антисоциальными принятыми законами, которые сегодня приняты. В первую очередь это пенсионная реформа, за которую голосовали все депутаты Единой России, в том числе от Республики Башкортостан. Естественно, эта повестка будет во главе, потому что люди сегодня категорически против этого. И люди самоорганизуются. Сегодня, например, в Ярославле, благодаря тому, что произошла оптимизация медицинских учреждений, закрыли пункты скорой помощи, закрыли роддом, и люди вышли просто на улицу в Ярославле спонтанно. И такой порыв происходит по всей стране сегодня. Поэтому быть в стороне от этого не в принципе политической партии. Поэтому мы обязаны быть организаторами, быть в авангарде этого протеста и этой борьбы. То есть это то, что произошло... это
это будет еще ожесточаться, это еще будет в дальнейшем, в течение этого года, это еще будет настроение очень сильно как раньше увеличиваться. говорили коммунисты, это плановая работа. Это работа, которую от тебя ждут люди. Потому что сегодня в интересах людей работает сегодня Компартия Российской Федерации. Голосует в том числе. И я имею в виду, своими действиями доказывает, что она это делает, работа в Государственной Думе именно в интересах избирателей, в интересах простого народа. Хорошо, вот закрывая вот предвыборную тему. Так. Да, кстати, я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире авторская программа «Послесловие». Я Азамат Саитов, и у меня в гостях депутат Госдумы Александр Ющенко, зампред парламентского комитета по информационной политике и одновременно пресс-секретарь Центрального комитета КПРФ. И вот, Александр, закрывая предвыборную тематику, я вот хотел бы такой еще вопрос задать, что вот в одной из прошлогодних статей на РБК, там, в которой говорилось о стратегии КПРФ в вопросах участия партии в региональных выборах, был такой пассаж от директора Центра экономических и политических реформ Николая Миронова. Вот я хотел бы вам процитировать, с вашего позволения, что он сказал. У КПРФ синдром Грудинина. Партия испытала шок после того, как Кремль обрушился на кандидата в президенты Павла Грудинина. И далее вот эксперт высказался таким образом. Выдвижение Грудинина было последней попыткой партии вести себя относительно самостоятельно. Но больше в КПРФ это делать не пытаются. Теперь у партии курс на договорную прагматику и выдвижение кандидатов только там, где это выгодно. Вот конец цитаты. Это господин Миронов совершенно глупость говорит, потому что либо он далек от вообще партийной жизни, либо далек от политики, потому что, как говорят, знаете, либо ты занимаешься политикой, либо политика займется тобой. Именно сегодня, благодаря вот этим, я думаю, что этот вектор был сделан именно с выдвижения Грудинина, с яркой выборной кампанией, в которой в том числе он сюда приезжал. Именно не прекращается давление, в том числе и на Грудинина. Его совхоз пытаются, как директор его, пытаются засудить по надуманным предлогам. Это постоянно давление происходит и будет происходить. И недаром сегодня вот у нас там произошло трагическое событие, ушел из жизни великий наш ученый, Нобелевский лауреат Жирес Алферов, да. И освободившийся мандат. Я не исключаю, что Грудинин будет заимствован этот символичный мандат Жиреса Ивановича Алферова, который будет передан Грудинину, который дал новый вектор импульса. Это вопрос уже решенный? Это вопрос не решенный, вопрос обсуждаем. Я просто говорю свое личное мнение. Я не исключаю, что такое может быть, и это потому что логично, это политически правильно. С другой стороны, что касается... Посмотрите, давление идет по всем фронтам. На нашу Бессонова до сих пор там засуживают его там по надуманным предлогам. Еще раз, и таких вот очень много. Поэтому господин Миронов абсолютно либо далек, либо он заангажирован некоторыми кремлевскими кураторами, которые вот предлагают ему такие вещи говорить. Поэтому партия сейчас, наоборот, обновляется, наоборот, очень много приходит яркой, деятельной молодежи, на которую, в общем-то, и мы опираемся. Мы с вами последний раз общались в эфире, дай бог памяти, где-то года 2-3 назад, по-моему, последний раз. Вот скажите, пожалуйста, вот за это время, вот так вот, навскидку, насколько увеличилось число молодежи в КПРФ в целом в стране? Увеличилось, я могу сказать. Процентном отношении? Ну, у нас в среднем где-то, я могу сказать, где-то треть пришла молодых кадров. Вот даже возьмите по выборам Центральный комитет, треть абсолютно новых, ярких лидеров, молодежных лидеров, которые заявили себя хорошо в регионах. Плюс ко всему мы проводим политучебу раз в месяц. Мы собираем всех ярких представителей молодежных организаций, которые собираем, и у нас такой свой определенный кадровый резерв. У нас многие региональные отделения возглавляют секретари, которые... либо 30, либо моложе 30 лет. Откуда в основном приходит эта молодежь? Вот сегодня молодежь, из контингента протестной молодежи? Я могу сказать, нет? Сегодня молодежь такая, знаете, вот мы немного просели где-то в 90-х годах, когда мы там потеряли немного, а сегодня молодежь, она пассионарная, она чувствует на себе те изменения, которые, в общем-то, испытывает сегодня общество, а молодежь испытывает острее. У них нет первого рабочего места, у них нет возможности проходить бесплатное обучение.
И молодежь, пассионарность свою, она как раз вот проявляет себя в общеполитических протестах, в общеполитических акциях, и в том числе примыкает к политическим партиям. Сегодня очень интересная, такая грамотная, такая яркая и самобытная молодежная структура. И вопрос уже как не к депутату Госдумы, не от КПРФ, а просто как депутату Госдумы. Вот, от КПРФ. Да, от КПРФ, извините, а просто как депутату Госдумы. Да. Вот на минувшей неделе мы все стали свидетелями того, как парламент устроил выволочку федеральному министру Орешкину. Вот что это было? Чем-то не устроил парламентариев его доклад, или же все-таки можно говорить, что мы становимся свидетелями того, что депутаты начали понимать, что, вот как выражал в свое время покойный кинорежиссер Станислав Говорухин, так жить дальше нельзя. Что касается, все-таки я отвечу как депутат от КПРФ, когда мы неоднократно высказывались о финансово-экономическом блоке. Минута. Да, финансово-экономическом блоке. И сегодня вот в этой истории, когда Володин четко указал на дверь о неподготовленности господина Орешкина, а это было неподготовленное выступление абсолютно, то это был первый прецедент, когда председатель Государственной Думы единорос, кстати. Да, единорос показал, что парламент сегодня не просто, как его раньше рассказывали, что он там принтер для печатания законов, а именно тот орган, который должен спрашивать с исполнительной власти и обязан спрашивать с исполнительной власти жестко, уверенно. И это был такой определенный сигнал о том, что есть институт, который должен контролировать исполнительную власть. Такой личный вопрос, последний, по завершению. Я помню, что вы раньше были рокером. Нет, кожа, мотоцикл, это все это осталось? Это мое увлечение, я каждый год... Время хватает? У меня каждый год я выбираю там 10 дней, когда я прокатываюсь по стране. Спасибо, поэтому понятно. Я в этом году обязательно продолжу. Это была программа «Послесловие». У меня в гостях был депутат Госдумы Александр Ющенко, зампред парламентского комитета по информационной политике и одновременно пресс-секретарь ЦК КПРФ. Спасибо вам большое, Александр. Спасибо вам большое, Азамат. Всего до следующих встреч. Надеюсь, скоро ранних. Тоже надеюсь. Спасибо. Спасибо. Никакого секрета.